Уважаемые туркменистанцы, давайте теперь рассмотрим вопрос, кто же поддерживает внутри Туркменистана вот этот режим, или этот диктаторский режим, или прежнего Ниязова, что сегодняшнего Бердымухамедова, зная всеобщее недовольство их правлением и в то же время постоянные результаты так называемых выборов в кавычках показывают зашкаливающие цифры. Кто и как поддерживает или обеспечивает диктаторам существование? На мой взгляд, один из таких вот сильнейших групп, благодаря которому процветает диктатура Туркменистана, это преподавательский состав Туркменистана. Почему? Потому что все преподаватели участвуют в выборном процессе как члены избирательной комиссии, что участковой, что районной, что городской, что областной, что центральной. Только через их руку проходят все бюллетени избирателей или количество этих бюллетеней. Несмотря кто как проголосовал, результат всегда 95, 98, 99% в пользу диктатора или существующего режима. Но мы-то знаем, что это не так. Но все фальсифицируется именно вот на этих избирательных участках. И фальсифицируют это именно те люди, которые обязаны преподавать. Или преподавать, значит, нашим детям, давать им образование, направлять их на путь истины, на светлое будущее. А что мы получаем? Фальсификаторы рубят на корню будущее наших детей и будущее нашего государства. Получается, все педагоги, учителя и работники этой сферы, образовательные, я имею в виду, по всей республике, значит, совершают тяжелейшие преступления против собственного народа и государства. Они также совершают, значит, преступления против будущего собственных же детей. Потому что этой диктатуре, как и любой, не нужны образованные или высокообразованные, значит, люди, дети, юноши. Им нужны раболепные существа. В их числе будут и их дети тоже, этих людей, которые сегодня фальсифицируют выборы. Вот я считаю, что вот одним из главных виновников сохранения диктатуры в Туркменистане это вот именно педагогический состав.